Ассаляму алейкум, урметли сeyirciler, Milli телеканалының жаңлы эфирінде Ачықлав программасы ве студиядамен Левиза Сейдбилялова. Бүгін біз актуаль бір мевзуға программамызны бағышламаға қарар алдық. Іште реабилитация хақында справкалары бойынша біз бүгін сіздің суаллеріңізге жауап бермеге тырышачақмыз ве студиямыздың мұсафыры Виктор Богданевич Қырым Жұмхуриеті бойынша ішкі ішлер нәзірлігі информацион мерkezінде реабилитация ве архив малюмат бөлігінің мудиры. Виктор Иванович, добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. Сегодня хотели бы с вами обсудить одну из самых острых проблем для нашего народа. После подписания указа президента о реабилитации, получение справок о реабилитации стало, пожалуй, одним из самых основных вопросов для нас. На сегодняшний день как обстоят дела с получением справок, то есть сколько человек уже получили, сколько ожидают, в целом, какова картина? Значит, с вхождением Крыма в состав Российской Федерации выдача справок о реабилитации была возложена на отдел архивной информации и реабилитации информационного центра МВД по Республике Крым. С мая 2014 года по сегодняшний день отделом принято более 55 тысяч заявлений на выдачу справок о реабилитации. За этот период нами уже выдано более 25 тысяч справок, по 25 тысячам заявлениям выданы справок. Остается на выдаче где-то порядка 15-20 тысяч. Да. Основной проблемой с выдачей справки о реабилитации является тот факт, что большинство граждан, обратившихся, находились на спецпоселении в республиках Средней Азии. К сожалению, архивные документы все находятся в информационных центрах МВД Республик Средней Азии. И мы делаем по каждому заявлению, проводится работа поисковая, направляются запросы, но запросы оттуда, к сожалению, приходят очень и очень долго. По некоторым от 1,5 до 2 лет. С 2015 года, начала 2016, нами была проведена широкая разъяснительная работа среди граждан и населения, что граждане имеют право самостоятельно обращаться в архивы Республики Узбекистан, Таджикистан, Киргизии. И в связи с этим уже сейчас есть результат. Люди сами уже пишут письма, получают эти справки, приносят нам, и мы реабилитируем по этим справкам. Виктор Иванович, мы с вами в прямом эфире, поэтому обращаюсь к нашим телезрителям. Урметли сeyirciler, заман олғаны кібі біздің студиямызда жаңлы телефон чалыша. Бүгін реабилитация хақында справкалары бойынша сөз үрсетеміз. Вешімді экранларда көрген телефон номер авастасы или мұтлаға телефон ачыңыз. Мевзумыз бойынша олған сөйлеріңіз олса сеслендеріңіз. Шымды ғалба бірінші телефон бағымыз бар. Виктор Иванович, у нас уже есть первый дозвонившийся человек. Давайте послушаем вопрос. Алло. У нас родители... Алло. Алло, представьтесь, вы в эфире. Я с города Феодосии. Такой вопрос. Наши родители умерли здесь, в Крыму. Они были депортированы. Продолжайте. Папа умер 26 лет тому назад, и получилось так, справку выслали на имя отца. Когда мы получили эту справку и пошли в САБС, нам сказали, что эта справка недействительна. Ждали мы эту справку, вы знаете, почти 1,5 года. Также наша мама подала вместе с сестрой, на ее имя пришла справка о депортации, мама также, не дождавшись, умерла. Мы, как дети, сестра моя на пенсии по возрасту, имеет ли право на реабилитацию? Как быть? Спасибо, Слава. Значит, согласно закону о реабилитации, статьи 1.1, право на реабилитацию имеют дети, которые находились вместе с родителями на спецпоселении, родившиеся и находившиеся вместе с родителями. Только эта категория граждан имеет право получить справку о реабилитации. Или же сам непосредственно человек, кому была применена репрессия. Что можете посоветовать по конкретному случаю? По конкретному случаю справка, выданная на родителей этой звонившей женщины,
Она действительно, но получать какие-либо льготы наверняка ну, эта женщина не может по справке родителя. Ну, это наше подразделение выдачей льгот и предоставлением мы не занимаемся, поэтому как бы я здесь не могу что-то прокомментировать. Вот по выдаче справок может получить ребенок, который находился или родился во время нахождения родителей на спецпоселении. Ну, прежде чем получить справку, то есть каждый гражданин должен прежде всего обратиться в МВД, да? И, то есть нужно при себе иметь определенный пакет документов, да? Вот об этом хотели бы поговорить, но у нас есть еще один телефонный звонок, давайте послушаем. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Эльвира, я с Черноморского района, село Далекое. Дело в том, что мы в 2015 году, в июле месяце, подали документы на реабилитацию. Родители мои были депортированы в Узбекистан. Рудник Кайташ Галиаральского района. Но до сих пор справочки никто не получил. Ни мама не получила. Папы у нас уже, как говорится, нету. Мы дети на него оформляли документы. И ни на нас, ни на маму документы так и не пришли. Салон, спасибо. Ну, я уже О чем мы говорил, что говорили, это да. одна из проблем получения архивных документов из Узбекистана. Ну, видимо, в этом случае также. Но по каждому отдельному случаю это надо разбираться, смотреть документы, заявления, что там, какие были письма, какие запросы. Я могу посоветовать телезрительнице позвонить по нашим контактным телефонам в отдел архивной информации и реабилитации и проконсультируются. Любой сотрудник посмотрит, что с этим заявлением, и проконсультирует. А вот с МВД каких стран вот наибольшие проблемы и трудности возникают? Это, наверное, Узбекистан все-таки, да? Ну, основная масса крымских татар находилась на спецпоселении именно в Узбекистане, поэтому Узбекистан. Ну вот лучше еще и лично, да, вот отправлять запросы? Да, я бы советовал гражданам самим, они имеют право сами направлять запросы в информационные центры тех управлений внутренних дел, где их родители находились на спецпоселении. Какова вероятность, что вот быстрее получится получить справку? Ну, из нашего опыта вот с конца 2015 значительно увеличился поток архивных справок, именно предоставляемых гражданами. Виктор Иванович, вот мы начали говорить про пакет документов, с которыми необходимо прийти в МВД. Вот расскажите об этом подробнее. Значит, пакет документов. Основанием для предоставления государственной услуги по выдаче справки о реабилитации является заявление гражданина. К заявление должно быть подкреплено документами. Если человек подает лично на себя на выдачу справки о реабилитации в отношении себя, к нему была применена репрессия, значит, он предоставляет свой документ, удостоверяющий личность, паспорт. Документы может подать как в письменном виде почтой, так и на личном приеме. Если подача документов проводится в письменном виде, значит, документы должны быть нотариально заверены. Если подача заявления производится на личном приеме, значит, документы предоставляются копии с подтверждением с оригиналами. Для лиц, которые получают, ну вот дети тех граждан, к которым была применена репрессия, либо родственники подают заявление, дополнительно к паспорту они предоставляют документы, подтверждающие родство с репрессированным. Это свидетельство, свой паспорт, свидетельство о рождении, документы о перемене фамилии, имен. Также имеют право граждане подавать при наличии у них архивных справок. То есть если у человека есть архивная справка, они предоставляют, мы ее используем. Ну, знаем, что сегодня еще и возможно подать документы в электронном виде, да? Да, это очень удобная процедура подачи документов в электронном виде. Подать документы граждане могут через портал госуслуги.ру. Это государственный портал, предоставляющий государственные услуги. Необходимо там зарегистрироваться и подать заявление. Условия подачи такие же, как я только что озвучил. Также прикладываются документы,
паспорт, документы, подтверждающие родство, архивные справки. Насколько это удобно? Это очень удобно, потому что заявление поступает в течение очень короткого времени, там, в течение часа-двух поступает непосредственно в наше подразделение. И уже мы работаем напрямую с гражданином. Человек не идет, не ищет, куда ему надо пойти, где-то отстоять очередь. Он находится у себя дома и из дома уже подают заявление. Ну вот на практике чаще все-таки граждане прибегают к электронному виду подачи документов, либо все-таки предпочитают постоять в очереди? На сегодняшний день, учитывая категорию граждан, это в основном у нас люди пожилого возраста, у нас чаще всего подают на личном приеме. Но проведя анализ и статистику по сравнению с 2014, 2015, 2016, идет значительное увеличение подачи заявлений в электронном виде. Потому что люди видят, что это действительно удобно и облегчает многие вопросы. Виктор Иванович, ну вот чаще всего люди какие допускают ошибки при подаче документов? Вот что бывает препятствием? Ну, бывает препятствием либо неполный пакет документов, либо в документах имеются ошибки. То есть, что имеется в виду? В свидетельстве о рождении, допустим, у человека фамилия звучит так, а в паспорте звучит она уже иначе. Что делать в этом случае? В этом случае надо приводить документы в порядок. Это через суд? Да, конечно, обращаться в суд по месту жительства. Какие еще могут быть ошибки? К чему нужно быть внимательнее? Ну, ошибки бывают, ну, есть еще неправильно указывают местонахождение на спецпоселении. Это сразу же увеличивает срок рассмотрения, потому что если человек указал одно место, мы делаем туда запросы, оттуда, естественно, приходит ответ, что сведений нет, приходится уточнять это место. Это занимает время и работу. А где можно вот увидеть вот полный перечень документов необходимых? Есть ли где-то на сайте? Да, на нашем сайте МВД по Республике Крым, сайт 82@mvd.ru. Можно посмотреть полный перечень документов. В разделе «Госуслуги» информационного центра есть полный перечень. Также там есть адреса информационных центров Республики Узбекистан, что тоже может гражданин посмотреть, куда писать письмо. Есть образцы, бланки анкет и ответы на часто задаваемые вопросы. Урметлі сәржер, мен да бір кере хатырлатам. Бүгін студиямызда әр заман олғаны кабы жанлы телефон çalışа ве справкалар бойынша суаллеріңіз олса мұтлақа телефон açınız, сіздің суаллеріңізге жауапларыны бермеге тырышачақмыз. Виктор Иванович, вот скажите, вот от начала и до конца, в среднем, процедура получения справки о реабилитации сколько занимает времени? Ну, сложно сказать. Без учета вот этой проблемы запроса в Узбекистан, полностью, если полный пакет документов, включая архивные документы, у нас уходит от месяца до полтора. То есть достаточно если полный быстро, пакет да? документов имеется. Если отсутствуют архивные документы, я уже говорил, мы вынуждены запрашивать, и это растягивается на продолжительное время. Вы сказали, что вот уже 25 тысяч, да, уже выдано Да, справок? более 25 тысяч. Более 25. В этом году вот сколько еще планируется до конца года? Ну, в среднем в месяц у нас выдается справок о реабилитации где-то 1200–1500. То есть... Виктор Иванович, ну вот важно понимать, что население должно быть действительно вот хорошо проинформировано для того, чтобы вот уже стопроцентно вот каждый смог получить справки. Насколько вот сегодня можно сказать, что граждане проинформированы в полном объеме и что вот необходимая информация имеется в интернете, в СМИ и так далее? Ну, информация о предоставлении госуслуги по выдаче справки о реабилитации размещена на портале МВД по Республике Крым, размещена в приемной для граждан информационного центра по улице Куйбышева, 7А, размещена также в приемных граждан по районным отделам полиции. Также неоднократно проводились выступления по телевидению в 2016 году и
других средствах массовой информации. Ну, нельзя ли говорить о том, что, например, в районах каких-то информации, возможно, недостаточно доходит до населения? Либо вот эта работа полностью... Ну, по информированию населения мы постоянно проводим работу и постоянно повторяем информацию, актуализируем ее, обновляем, и, ну, в общем, эта работа проводится. Но бывают ли какие-то случаи вот, вопиющие, скажем так, с которыми обращаются граждане, вот, которые требуют длительного решения, возможно? Да нет, таких особых случаев пока не было у нас. Ну что можете посоветовать вот соотечественникам, которые ожидают справки, которые вот, обращаются в МВД, но все-таки пока еще нет справок, ну вот видите. Ну, я бы порекомендовал, ну, набраться терпения, конечно, и рекомендовал все-таки попытаться получить справку, подтверждающую архивную справку, архивные документы, написав письмо вот в информационную. Все-таки это лучше, да? Да. Потому что, ну, опять же, анализируя, от 2 месяцев до 3 и приходят ответы на письма граждан. Виктор Иванович, ну вот вы рассказали о том, что можно подать документы в электронном виде. Это сайт Госуслуги, да? Да, Госуслуги. Вот расскажите об этом сайте. Мы знаем, что не только по справкам о реабилитации, это очень широкий спектр, да? Совершенно верно. Охватить. Сайт госуслуги.ру, он охватывает все сферы деятельности правительства Российской Федерации. На этом сайте не только можно получить справки, которые выдают МВД, но также другие министерства и ведомства Российской Федерации. То есть что требуется? Требуется зайти на этот сайт, зарегистрироваться, подтвердить свою личность и пользоваться этим сайтом. Виктор Иванович, спасибо, что посетили нашу студию, ответили на все наши вопросы. Действительно, вот очень важная тема – это получение справок о реабилитации. Спасибо вам, что ответили на все наши вопросы. Урметлі сeyirciler, мен ise hatırlatam, bugün stüdyamızın musafiri Viktor Bogdanevich, Kırım Cumhuriyeti boyunca İçki İşler Nazirligi Informasyon Merkezinde reabilitasiya ve arxiv malumat bölümünün müdiri edi. Açıklaf programmасы böylelikle sonuna yetti. Görüşmek üzere, sağlıkla kalınız.